Итак, приступим. Привет! Это будет самым полезным видео для подготовки к TOEFL, в котором я расскажу про свой опыт и как можно будет хорошенько подготовиться, чтобы получить хороший скор. Я Мухаммед Бердей, я сдавал недавно свой второй экзамен по TOEFL. Мне есть что сказать, потому что это был новый TOEFL. Я также сдавал прошлогодний, и вот мои результаты. Не скажу, что самые лучшие. Вы сами знаете отличия. Старый более академический, новый более интересный и более жизненный. Я могу сказать, мне сказали то, что он более SDVG-шный, более зумерский. Интересная аналогия, честно сказать. Может быть, она так и есть. Интересный момент в том, что в моем прошлом TOEFL у меня speaking и writing хорошие, но почему-то listening и reading они по 12 баллов. И тот человек, который будет видеть мои результаты, оценивать, будет спрашивать: так, Мухаммед, почему это ты умеешь писать и говорить, но не умеешь читать и не понимаешь мою речь? Действительно, очень weird результаты, поэтому пришлось сдавать. Сдавал второй TOEFL недавно, готовился к нему чуть больше месяца, но уже более серьезно, последовательно. Готовился по Magoosh, классный сервис, у них practice-тесты четкие, более приближенные к exam experience. Я закончил все practice-тесты в Magoosh, прорешивал каждый модуль, брал отдельно, допустим, listening и какую-то часть, допустим, listen and repeat, listening и listen to the dialogue, и прорешивал все dialogue, которые там есть. И проверял, насколько я понимаю диалог, насколько я понимаю академическую лекцию. Просто берите и прорешивайте, чтобы мозг привык к таким или иным вопросам и понимал, как нужно искать ответы на те или иные вопросы. Например, как reading, нужно, например, читать сначала вопрос, потом прочитать текст, и уже в ходе текста ты понимаешь ответ на вопрос и выбираешь из варианта ответа нужный ответ. Таким вот образом. По поводу онлайн YouTube, я также смотрел через TST Prep. Вот у них есть practice-тест. Juva, там у нее тоже классные practice-тесты, хорошие советы. Также есть AI-generated видео, в котором, например, можно сделать speaking and repeat. И, допустим, если ты идешь куда-то пешком или занимаешься домашними делами, и занимаешься спортом, включаешь speaking and repeat и делаешь shadowing. Это желательно развивать параллельно. Желательно уделять побольше времени английскому. Если ты будешь чаще слушать, ты сможешь лучше говорить. Если будешь лучше говорить, ты сможешь лучше писать и так далее, и так далее. Все взаимосвязано. Итак, стоит ли делать заметки на экзамене? Раньше было нужно делать заметки на экзамене. Не делать заметки абсолютно это было killing. Не за что зацепиться, сложно запомнить. Делать много заметок тоже опасно, там можно потеряться и даже не найти нужную информацию. Нужно было учиться делать правильные заметки. В новом тестировании делать заметки не обязательно. Оно короткое, емкое, быстрое. Но я бы советовал делать заметки на academic announcement, в аннаунсментах и в академических таких вот лекциях. Делать заметки можно. Можно в диалогах делать заметки, чтобы записать детали, такие как имена, дату, город, что откуда взаимосвязано, куда идет. Такие маленькие детали стоит все-таки записать, потому что можно легко забыть. В таких секциях, как listen and repeat, заметки делать, наверное, больше не советую, потому что секция и так короткая. Вы слышите сначала короткие предложения, например, 4 слова welcome to somewhere, to the library. И ты должен сразу ответить таким же образом, в таком же тоне. За 5 секунд вы его слушаете, за 5 секунд отвечаете. Быстро проходит, не успеваешь. Есть у одного блогера был способ запоминать, делать заметки, записывая первую букву каждого слова. Но, как он уже советовал, не стоит этому учиться за
2 дня до экзамена, лучше к нему начать практиковать этот способ задолго до этого, чтобы вы поняли, как это работает, как это функционирует, чтобы параллельно уметь это делать. Но overall не стоит делать заметки, старайтесь выучить, понять. Потому что если больше практиковаться, соответственно, лучше начнешь запоминать, и мозг сам будет уже объединять несколько слов, получается, в одно как компонент, и это будет намного проще. Поехали дальше. Секция reading. Какие типы текста попадаются? Они больше про кейсы, там появляются объявления, повседневные ситуации, приглашения, какие-нибудь чеки. Там есть, появляется адженда, появляется какой-то чат. Тебе дают вопрос по поводу текста, о чем оно, что происходит. Бывает ответы на вопрос нет в тексте. Например, если вам пришел, допустим, чек за обслуживание, и там написано покупка такого-то оборудования, установка такого-то оборудования, прокладка там чего-то, чего-то. И вариант ответа услуги какого человека, допустим, инженера или мастера, или это был, допустим, доставщик, курьер. Вы получили, выбирайте, получается, по контексту, что ближе. Если академические тексты есть, но они в 3 раза короче, вот настолько короткие, что не нужно скроллить, лучше уж сразу полностью прочитать на этот раз. Раньше мы делали skimming and scanning, это метод быстрого прочтения в начале, потом перехода на вопросы, потом с вопроса поиска контекста, где мы сканировали этот текст. На этот раз мы можем прочитать текст, либо прочитать вопрос и начать читать текст полностью. Интересный момент заключается в том, что reading and listening имеют адаптивный формат, они разделены на 2 части. И, как мне сказали, если ты плохо решил первую часть, тебе не предлагают решать вторую часть, они сразу переводят тебя на следующий модуль. Таким образом, возможно, помогают тебе держать свои силы, допустим, энергию, моральные силы. Перейдем на listening. Какой формат? Есть 3 задачи, там choose a response, помогают, получается, проверять, как ты понимаешь контекст и как ты выбираешь правильный ответ. В целом они очень простые, но с практикой вы можете еще легче и быстрее выполнить эту задачу, увереннее. Диалог, слушая, получается, диалоги между 2 людьми, понимаем, чего они хотят, что они собираются делать и так далее, отвечая на вопросы. Очень просто. Также академическая лекция. Слушаем, делаем заметки и отвечаем на вопросы. Очень просто. Ничего сверхъестественного здесь нет. Желательно быстрее вникать в то, что происходит в диалоге и в выборе ответа. Теперь переходим к самой интересной части теста, как writing и speaking. Writing, первая задача, очень простая. Берете, перетаскиваете слова друг за другом, чтобы составить предложение. С практикой это делать намного легче. Вторая задача – это написание имейла. И, честно говоря, мне больше всего понравилось готовиться к этой части теста, потому что это очень важный и полезный навык в жизни. Написать имейл, правильно его писать, всем понадобится всегда. Тут вам дается контекст задачи, допустим, что произошло, или что вы должны запросить или попросить, кому вы должны это написать. И есть bullet-поинты, которые должны присутствовать в вашем мейле. И также важная часть, которую просит TOEFL, также и об этом пишут в своем документе, нужно elaborate on the topic, получается, нужно дать пример, дать кейс, дать какую-нибудь историю, бэкграунд информацию по теме. Самое главное вначале определиться с тем, будет ли мейл формальным или неформальным. Если это какое-нибудь высокопоставленное лицо, начальство, профессор, да, ты будешь использовать формальную речь, Mr., Dear, получается. А если это письмо другу, знакомому, там можно сказать просто Hi, Hello. Нужно быстренько сразу же написать этот по американскому английскому стандарту начало, получается здесь приветствие, контекст, потом и конец сразу. Thanks in advance, thanks for your time and patience and response, best regards и ваше имя, фамилия. В середине нужно раскрыть 3 пункта. Например,
Там вам дадут такие задачи, например, если какая-то есть проблема, нужно сообщить о проблеме. Второе, запросить помощь. И третье, предложить свое решение. И нужно дополнить это все новыми своими предложениями интересными. Мы помним то, что в прошлом тестировании можно было подготовить шаблоны, понимать, где какой шаблон использовать, заготовить даже свои более интересные шаблоны, чтобы не копировать других. Также можно сделать тут, если понимать, какой этот mail, функцию мейла. Есть request, запрос, допустим, request for, допустим, retaking exam. Если у вас там зафейлили, вы хотите просить профессора, можно ли пересдать, можно ли как-то оценку повысить. Это может быть congratulations, поздравления с чем-то, может быть сказать спасибо, кому-то что-то предложить, спросить. Мы имеем, получается, такие вот кейсы, и под эти кейсы можно подготовить входные фразы, переходы, заключения. Вы уже заранее будете понимать, какие будете примеры использовать, в каком виде будете использовать transition слова, to be honest, in fact, therefore. И в итоге шаблон будет состоять из примерных входных фраз под каждый из видов мейлов, также из transition words. И, конечно же, нужно elaborate on the topic. Нужно побольше расширить, раскрасить, получается, ответ. Не просто ответить на вот эти вот пункты, но еще и добавить какую-нибудь историю. Теперь переходим к заданию 3. Academic Discussion. Это что-то вроде форума, в котором профессор задает свой вопрос, и два студента отвечают, и тебе нужно дать свой ответ. Например, профессор может спросить, как вы думаете, хорошо ли волонтерить, нужно ли студентов заставлять волонтерить хоть где-то, или они должны сами определиться и выбрать. Один студент может сказать, да, очень важно заставить студентов волонтерить, потому что кто-то может не понимать, что это нужно делать, как это важно. Второй человек может сказать, студент скажет, например, нет, заставлять уж точно не стоит, потому что это мешает там какой-то продуктивности, вообще они сами могут решить, стоит им или нет. И тут тебе дается выбор, ты можешь выбрать вариант А или Б и добавить получается, свою идею. В принципе, в прошлом тестировании было также, ничего нового. Можете сказать, что я согласен с студентом Б, потому что на самом деле волонтерство это volunteering, потому что то есть на добровольной основе, может быть, провести дополнительные лекции о том, что происходит в экологии, и потом уже, допустим, студенты сами начнут заниматься волонтерить в сфере экологии и так далее. Надо дать свой интересный ответ. Есть linking words в writing, которые могут помочь и хорошенько улучшить ваши результаты, такие как I would like to request to be more specific, furthermore, however, in addition. Такие вот linking words использовать очень круто, чтобы улучшать свой ответ. Какие советы можешь дать по writing? Так, первый совет, конечно же, скорость печати. Я печатаю быстро, потому что делаю это каждый день. И могу транслировать, получается. Я думаю сразу то, что придумал, начать писать right away. Кому-то на самом деле это может быть затруднительным, когда у вас много мыслей, и вы не успеваете их всех положить, потому что вам нужно как-то нажимать на кнопки. Поэтому практикуйте печатание, именно правильное печатание, как оно должно быть, кладя указательные пальцы на F и J, и дальше следуя этой раскладке. Перейдем на speaking. Наконец, listen and repeat – это то, чего я боялся больше всего. Здесь в Listen and Repeat лучше всего сработало проходить как можно больше practice тест, даже если это AI generated. Стоит делать почаще shadowing, слушать и выговаривать эти слова. Вторым советом может быть брать вот эти practice tests, включать и записывать свой респонс в диктофон. Потом выйдет ответ со всеми предложениями, которые были полноценными, и переслушиваешь свои ответы в диктофоне и смотришь, что ты упустил, какие артикли не сказал, какие буквы улетели, где ты тормознул. Там больше также играет роль то, как ты выговорил слова, какая интонация, какая скорость, насколько она соответствует тому, что ты услышал. Нужно сделать так же, сказать, пропеть так же, как тебе включили в аудио. Перед тем, как начать любой тест,
вам дается небольшой контекст. Вы находитесь в библиотеке, вам будет дано там задание проинструктировать новых студентов, где что находится. Зная контекст, держа его в голове, у вас уже включается словарный запас определенной категории, определенной тематики. И вы будете ожидать именно эти слова. Это помогает хорошо. А также в ходе, получается, listening and repeat вы будете видеть на картинке выделенные места, которые будут по контексту отображать то, что было сказано. Так будет легче запомнить и повторить. Следующее – это интервью. Интервью вопросы также делятся на определенные секции, на 4 секции. 4 типа интервью вопросов. Это про личный опыт, про мнение, там, считаешь ли ты, что стоит делать одно, или думаешь, что лучше обойтись другим. И так же, как и в прошлом модуле, могу сказать, перед тем, как начать интервью, вам дается контекст, что будет происходить. You will be interviewed, for example, to talk about volunteering. Вас проинтервьюируют, чтобы узнать про волонтерство, про ваш опыт, собирают информацию. Рассказывайте про свой опыт. Про мнение, говорите свое любое мнение. Может быть, если вы не уверены и не знаете, какое у вас мнение, не нужно вспоминать и думать, не нужно быть честными, нужно какой-то ответ предоставить. Любишь ли ты бегать один или в компании, в команде? И если ты человек, который не бегал никогда, ты не знаешь, какой ответ дать. Любой ответ. Предоставь любой ответ. Скажи, ну, я не так особо много бегаю, но если бы я бегал, я, наверное, бегал бы один, потому что я не хочу, допустим, там чего-то, я хочу слушать музыку, я больше интроверт и так далее, так далее, так далее. Если бы я бегал, я, наверное, бегал бы с другом, потому что этим самым у меня будет мотивация выходить на улицу и начинать там что-то делать, потому что ты обещал другу, что вы выйдете, этим самым не будет отговорки и так далее. Выберите любой вариант и начинайте дополнять информацией поверх. Теперь, как отвечать? Четко сказать да или нет. В первую очередь нужно ответить на вопрос. В транскрипте, получается, AI будет оценивать, был ли дан ответ, ответили вы на вопрос, а потом нужно дать в лучшем случае за 45 секунд можно успеть дать 2 причины и какой-нибудь один пример жизни. Теперь уже последний пункт, он больше про ментальный настрой и то, как не стрессовать на экзамене. В первом моем тестировании я сильно волновался, пока мы настраивали с проктором все, что нужно, любой вопрос, он просто выводил меня в ступор, и я также, получается, сильно волновался после уже в самом тесте. Не понимая, что будет происходить и каким образом это незнание немножко может привести в стресс, поэтому я вам сейчас расскажу, как проходит, как подготовиться, чего ожидать. И, честно сказать, тут ничего сверхъестественного, сложного нет. В первую очередь, убедитесь, что интернет хороший. Убедитесь, что у вас от 7 мегабит в секунду и выше. Подключение стабильное. Что свет не выключится и ничего не произойдет. Просто перестрахуйтесь. Выключите все лишние программы. Желательно работать на чистой системе. Выключите все уведомления. Подготовьтесь, включите программу TOEFL. Проверьте систему на работоспособность и включите, получается, режим проктора в телефоне. Заранее пройдите ID-верификацию, получается, паспорт верифицируйте. Телефон можно поставить на такой-то штатив или на какой-нибудь предмет неподвижный, например, бокал. На двери написать табличку «Не беспокоить», что идет экзамен, чтобы никто случайно не зашел, не стучался, не мешал или, может, даже понимал, что здесь происходит экзамен и не шумел. Дверь нужно закрывать на замок. Выпейте кофе, съешьте батончик, расслабьтесь, поспите. Перед экзаменом сделайте небольшую проверку, какой-нибудь practice-тест простой сделайте, в интернете найдите, сделайте speaking and repeat и спокойно заходите на экзамен. Вы уже готовы в этот день, вы должны быть готовы. Заходите, подключаетесь, с вами общается проктор, будьте вежливы, не спешите,
ничего серьезного там нет. Они осведомляют вам о том, что будет происходить, какой-то тест, пишите название теста, имя, фамилию, отправляете. Потом проктор попросит вас показать ваш room. Получается, вы делаете обзор на вашу комнату снизу, сверху, стол. Можно использовать whiteboard маленький с маркером, но я не стал пользоваться whiteboardом. Я взял файл, там есть вариант взять и белый лист файл положить и на нем черкать. На самом деле мне это так понравилось, что я начал использовать этот метод заметок в жизни, вообще на работе во время мита. Быстренько начеркать, побрейнштормить и потом стереть. Такой fleeting notes. Формат мне понравился, я до сих пор использую, до сих пор ношу с собой иногда. И я там даже wireframe поставил для мобильного приложения, чтобы прототипировать и примерно придумывать, какие у нас будут изменения в дизайне. После окончания теста с вами свяжется проктор, скажет спасибо за завершенный тест, вы тоже поблагодарите его, и все, закрываете и отдыхайте. Вы молодцы. И получается, что во втором тестировании я совершенно не нервничал, я очень хорошо себя чувствовал, настроение на высоте. Да, будьте позитивнее. И некоторые вопросы были интересными, я такой думаю, блин, хороший вопрос. Относитесь к тесту как реально к какому-то engaging формату, потому что это evaluation of your English knowledge. Вы уже знаете английский, это лишь проверка и получается вывод того, что вы знаете его хорошо. Да и в целом экзамен стал понятнее, интереснее, прикольнее, быстрее, динамичнее. Вы не устанете. Будет классным опытом. И вперед готовиться. Решать как можно больше практических задач. Удачи вам. Да, надеюсь, это видео было полезным. Если хотите, можете подписаться. Думаю, потихоньку начну выкладывать больше таких engaging, educative videos. И поддержать канал. Всем спасибо.